Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Абхазия не намерена проводить переговоры с Грузией по вопросу статуса республики, заявил президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Еще раз подтверждаю, что необходимо, конечно же, Грузии смириться с тем фактом, что Абхазия восстановила свою независимость, и в этом смысле у нас нет никаких планов проводить переговоры по вопросу статуса нашей республики. С этим надо смириться, сказал он на полях Кавказского инвестиционного форума. Президент подчеркнул, что Абхазия стремится к мирному сосуществованию со всеми соседними странами. Это очень тяжелый путь, но должно прийти осознание, и мы с намеченного пути сворачивать не собираемся, добавил президент. Напомним, что Кавказский инвестиционный форум проходил с 25 по 27 мая в Минеральных водах. Данный форум проводится на ежегодной основе в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, заявлено на сайте форума. В этом году главная тема форума – инвестиционный путь – прошлое, настоящее, будущее. В деловой программе приняли участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средства массовой информации, молодежного и научного сообществ. В деловую программу было включено более 50 мероприятий, среди которых главное событие – пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака. Отметим, что Александр Новак в своем выступлении говорил о том, что развитие юга России связано с развитием ближайших дружественных стран – Абхазии и Южной Осетии. Цитата. «Это наши дружественные страны, партнеры, и они наши соседи. Мы обсуждали в рамках заседаний межправительственных комиссий на полях форума с нашими друзьями, с нашими партнерами, в том числе и вопросы развития этих регионов, вопросы взаимного сотрудничества между нашими группами, развития сельского хозяйства, взаимные поставки продукции. У нас единая энергетическая инфраструктура. Развитие наших регионов сопряжено также с развитием Абхазии и Южной Осетии». Конец цитаты. Новак отметил, что развитие регионов Северного Кавказа не замыкается только на собственной жизни. Это в любом случае как сотрудничество внутри страны между регионами, так и сотрудничество со своими соседями. Тем более, что мы с ними граничим. Это, конечно, туристы, которые приезжают в Сочи или в Абхазию и могут спокойно переходить границу. Могут прилетать как в Сочи, так теперь уже после того, как был реализован проект по строительству аэропорта в Сухуми, сейчас могут самолеты туда летать. Это направление будет развиваться, пояснил российский вице-премьер. К другим новостям. Зеленский напомнил, что Украина помогала Грузии в августе 2008 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях на грузинском языке поздравления с Днем независимости Грузии. «Поздравляю грузинский народ с Днем независимости и искренне желаю, чтобы Грузия была сильной и счастливой», написал он и также добавил: «Наше государство поддержало суверенитет и обороноспособность Грузии в сложный период российского вторжения в 2008 году», пишет Зеленский, как бы напоминая старому другу о долге. «И мы всегда будем рядом с народами, всеми народами Европы в их общем стремлении к свободной и достойной жизни, которая немыслима без Украины и Грузии», уверенно заявляет киевский глава. Между тем, в СМИ появилась информация о том, что Россия может подписать с американским лидером Дональдом Трампом документ, обязывающий США полностью прекратить любую поддержку Украины, заявил Национальной службе новостей зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Мы можем поставить вопрос о том, чтобы США прекратили подпитку Украины финансово и оружием. Тут могут быть неожиданные развороты темы. Дело в том, что наши переговорщики готовы вести переговоры гуманитарного характера с кем угодно, но подписывать документы с теми, у кого нет легитимности, не стоит. Зеленский не может рассматриваться как субъект для итоговой договоренности», отметил
ответил Бакланов. Он подчеркнул, что отношения с Европой нужно поставить на паузу даже в случае начала потепления. Что касается европейцев, они сделали все, чтобы испортить отношения с нами. Поэтому я побуждаю наше руководство сделать определенную паузу в отношениях с Европой, даже если они сейчас начнут восстанавливаться. Все-таки они должны извиниться. Речь идет об оскорблении памяти людей во Второй мировой войне. Снос памятников – это уже не политика. Поэтому мы должны ответить пренебрежением к европейской точке зрения. С такими партнерами было бы странно поддерживать отношения и вести переговоры. То же самое можно сказать о Зеленском. Его поведение просто неадекватное, добавил он. Со своей стороны, исполняющий обязанности ректора дипломатической академии МИД России Сергей Шитьков добавил, что позитивный настрой Трампа говорит о его большом желании повлиять на разговор, а европейцы превратили свою политику в детский сад. Этот разговор двух ярчайших лидеров современности. Заявление Трампа о том, что он прогнозирует исход этих переговоров, говорит только о его большом желании повлиять на этот разговор. Но тема и результаты разговора будут зависеть только от того, как будет представлена позиция обеих сторон. Позитивный настрой Трампа – это отличительная черта его политики. В переговорах с ним необходимо учитывать эту такую его характера особенность как лидера. Зеленскому давно нужно было принимать решение, а сейчас ему нечего уже делать. Он может только прислушаться к тому, что за него решат. Что касается Европы, она заняла странную позицию «политический детский сад», заключил Шитьков. Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата. Трамп же заявил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также союзниками по НАТО. Подробнее эти и другие темы мы обсудили с политологом Бесланом Хагба. Представляем вам это интервью. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Есть несколько тем, о которых хотелось бы поговорить, но начнем, пожалуйста, с Кавказского инвестиционного форума, в котором также принимала участие Абхазия. Президент был там, он проходил в Минводах несколько дней. Я думаю, что это довольно известное событие. Как вам кажется, во-первых, для чего этот форум создан и почему нам важно и нужно там участвовать? Ну, во-первых, это очень важный форум в плане экономического развития региона Кавказа. Мы почему должны участвовать? Во-первых, мы, конечно, живем на Кавказе, это первое. Всегда, знаете, Кавказу уделяли особое внимание за последние 200 лет. Сначала Российская империя, потом и Советский Союз, и Федерация, потому что много событий, которые произошло после распада Советского Союза. Вообще, я помню, даже в советское время говорили, что Кавказ очень дотационный регион. Когда я был студентом, даже говорили, что два города, которые не являются дотационными. Это знаете, какие города? Это город Грозный и город Баку. Нефтяные такие порты и города. Вы понимаете, вот в чем дело? Кавказ после событий распада Советского Союза оказалось очень тяжелом конфликтной такой ситуации, этнополитической прежде всего. И поэтому вот развитие региона, учитывая важность для сохранения России, целостности России, события, которые происходили в 90-е годы, потом после 2000-х годов, у нас здесь в Абхазии конфликты, вооруженные конфликты, и, конечно, Россия уделяет особое внимание развитию, региональному, социально-экономическому развитию, потому что есть и другие игроки, которые обращают внимание на Кавказ, я имею в виду на Закавказье. Это прежде всего и Соединенные Штаты, Иран, Турция и так далее. Поэтому, знаете, когда вот говорят о Кавказе, об Абхазии, инвестиционной такой деятельности Российской Федерации, это очень важный фактор для развития вообще и нашей республики. Потому что чего нам не хватает, чего вообще, если так открыто заявить об Абхазии, не хватает инвестиций. Если мы говорим о социально-экономическом развитии Абхазии, необходимы инвестиции. Причем, я подчеркиваю, частные инвестиции. Не государственные. Постоянно, знаете, с такой протянутой рукой относиться к государственному бюджету России, это некрасиво, это долго не будет длиться. Потому нам говорят, надо включаться в эти интеграционные проекты. И то, что вы затронули, вот, то, что произошло, наш президент присутствовал, приехал Мишустин, председатель правительства, встреча, некоторые проекты, которые были озвучены, это очень важно для социально-экономического развития Абхазии, вообще региона, учитывая, что все-таки, знаете, курортно-рекреационный регион, связь с другими вот, курортными зонами. И вообще, учитывая, что какое место Абхазия занимает в
коммуникационном отношении, в плане связи с другими республиками и так далее, и так далее. Особое внимание, я думаю, Россия будет уделять. И, конечно, мы должны включиться в всю эту работу, потому что, я еще раз подчеркиваю, мы должны создать экономику Абхазии, основой базы, которой будет курортная туристическая индустрия. То есть, на ваш взгляд, там все-таки больше экономического аспекта, политики в этом меньше, да? Или вы знаете, вот все-таки... на этом форуме только экономика. Все-таки, конечно, это всегда связано. Тем более, когда говорят о Кавказе, экономика, учитывая сложные этнополитические отношения, всегда и вопросы затрагивают и конфликтные отношения, которые до сих пор сохраняются. Но надо иметь в виду, все-таки, понимаете, вот таком некоторые регионы успешно развиваются, а некоторые республики, даже Северного Кавказа, не очень успешны, несмотря на то, что вот Россия вкладывает огромные средства. Почему это происходит? Здесь говорят о многих факторах, которые не дают развитию Кавказа. Я имею в виду Кавказа прежде всего и Северного, и нашей республики. Конечно, говорят о коррупции, говорят о очень плохом управлении регионе и так далее. Все это имеет место, но самое главное, с чего надо начинать, надо стабилизировать ситуацию. И в этническом отношении, чтобы здесь не было конфликтов, не дай бог, межэтнических таких столкновений, разногласий. И стабильность сохранится, я уверен, что инвесторы появятся и в нашем регионе, и в республике, потому что все-таки, не будем забывать, Кавказ – это очень уникальный регион для Российской Федерации. И для сохранения ее целостности, вообще для реализации ее, так скажем, новых условиях, геополитических условиях, для реализации ее внешнеполитических интересов. Перейдем к другой теме. Очень такой интересный момент был, когда в День независимости Грузии, который они так отмечают, президент Украины Зеленский написал на грузинском языке, хочу отметить, поздравления, и отметил, что Украина очень помогла Грузии, ну как они это называют, в день российского вторжения. Да, 2008 год именно так позиционируется, как мы знаем, и в Украине, и в Грузии тоже об этом, этой же точки зрения в основном придерживаются. Как вам кажется, это вот очередной такой шаг, который говорит, вы нам должны, за вами должок, а вы нас не поддерживаете санкции. О чем это вообще говорит? Это очередной такой пиар-ход? Вы знаете, серьезный конфликт возник вообще удивительно между Украиной и Грузией после 2008 года, а тем более после специальной военной операции, которую начала Российская Федерация. Потому что, видимо, в Киеве ожидали, что какой-то фронт, как они называли, второй, здесь будет открыт, который позволит решить свои проблемы. Но этого не случилось. Грузия, надо признать, как трезво, оценив ситуацию, вот так здраво себя повела, это надо признать. Как будут дальше развиваться события между Украиной и Грузией, мы посмотрим, тем более отношения. Вроде бы начинают хорошие отношения складываться между и Россией, и Грузией. Во всяком случае, экономические связи на приличном уровне сегодня. Понимаете, Украина обижена на Грузию вот за это. Причем не только Украина, кстати, между прочим, ее западные спонсоры тоже. Вот то, что такое давление некоторые на Грузию, которое мы наблюдаем со стороны Европейского Союза и США, это из обиды, что Грузия открыто не поддержала Россию вот в специальной военной операции. Отсюда вот все эти заявления Зеленского, как-то уязвит, уколот Россию. Знаете, вот Грузию, что вы нас не поддержали, мы всегда были с вами и так далее, и так далее. Но, вы знаете, это авантюрные заявления Зеленского, которые привыкли все. Я думаю, что и спонсоры западные тоже. Потому, учитывая, что сегодня начинаются такие переговоры в Стамбуле, я думаю, что, знаете, эта политика, которая завела в тупик и не разрешит, конечно, украинский конфликт, надо как-то, вы знаете, очень трезво оценив ситуацию, как-то выйти из этой ситуации в ближайшие полгода, год, наверное. А то это приведет к тому, что вообще, я сомневаюсь, что Украина как целостное государство сохранится. Вы сами затронули тему переговоров. Хотелось бы тоже немножко об этом порассуждать. Как вам кажется, как продвигается этот мирный трек? Идет ли все к миру или к какому миру, если так? Если послушать серьезных, как они себя назвать, экспертов, даже серьезных больших политиков, эти переговоры ни к чему не приведут. Потому что вот то, что мы знаем, да, вот то, что уже выложено, так называемые меморандумы, говорят о непримиримости вот позиции и Российской Федерации, и Украины, и их спонсоров, особенно европейских. Конечно, знаете, такие конфликты так быстро не разрешаются. И хотелось бы, чтобы военные действия остановились. Но дело в том, что, вы знаете, задачи, которые были поставлены в специальной военной операции, до сих пор не выполнены. Я имею в виду Российской Федерации. Мы знаем, какие удары, видим каждый вечер, какие удары наносятся по российским городам, как ведет себя власть украинская по отношению к русскоязычному населению.
ее стремление войти в НАТО, агрессивная политика по отношению к Российской Федерации, ущемление всех интересов, ее национальных интересов, это говорит о том, что все-таки, наверное, какой-то коренной перелом должен произойти на земле в боевых столкновениях между Россией и Украиной. Я думаю, что все говорят, что вряд ли какой-то перелом, вряд ли стоит ждать от стамбульских переговоров, но какой-то важный шаг все-таки был сделан. Знаете, здесь очень важно, какое отношение, как поведет себя Соединенные Штаты Америки. Будут ли они оказывать давление на Украину, чтобы пошли какие-то серьезные компромиссы? Или Украину оставит, как они говорят, если вы не договоритесь между собой, мы вас вообще бросим. То есть они имеют в виду и Украину, и Россию. Я думаю, что в ближайшие недели, дней, мы кое-что узнаем от этих событий, переговоров, и какие-то мы можем уже сделать выводы насчет этих переговоров. Но я не верю, честно говоря, потому что все-таки ход войны и конфликта показывает, что, к сожалению, война будет продолжаться. Но то, о чем вы говорили, все-таки что реалистичнее, что я имею в виду американскую позицию, что они будут условно принуждать к миру и призывать Украину согласиться на эти условия, или что они все-таки отстранятся? Что реалистичнее, на ваш взгляд? Знаете, они говорят, наш план, по-моему, это состоит из 22 пунктов. План, который предлагает Дональд Трамп. Там есть и территориальные уступки со стороны Украины, но которые не устраивают Российской Федерации, потому что Россия подчеркивает, мы должны вернуть наши все территории. То есть 4 региона плюс республики, плюс и Крым. То есть, понимаете, и более того, мировое сообщество, это требует России, должно согласиться. А потом уже и другие вопросы очень важные, о которых я перечислил. Понимаете, Дональду Трампу не нравится, что и Россия должна пойти на какие-то уступки в плане территориальных требований. Вы знаете, я не уверен, что какое-то отступление со стороны России будет сделано, потому что все-таки военный успех, который имеет место, это говорит о том, что если не удастся путем переговоров решить вопросы, тогда придется военной силой. Это говорит президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому все подчеркивают, эксперты говорят, что какой-то перелом в плане создания какой-то площадки постоянной, формата, который будет действовать, будут вестись переговоры, вряд ли случится. Я думаю, что сегодня-завтра мы кое-что серьезно узнаем. Понятно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши Благодарю вопросы. вас. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.